Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня 10-й урок. Тема сегодняшнего урока — правило аль-калкаля. Переводится «сотрясение». Сотрясение — это свойство, применяемое арабами для выявления некоторых букв, когда они сукунированы. То есть, когда эти буквы стоят сукуном. И это 5 букв. Каф, Та, Ба, Джим, Даль. И коротко можно запомнить их. Кутбу Джаддин. То слово Кутбу Джаддин включает эти 5 букв. Каф, Та, Ба, Джим, Даль. То есть эти буквы, именно эти 5 букв, когда они сукунированы, когда они стоят сукуном, то мы должны читать их сотрясением. Например, буква Каф. Ака. Например, при остановке Ака. Например, Фаляка. Или же буква Та, Ата, Мухита, например, Ба, Касаба и так далее. И это правило калкаля, сотрясения, разделяется на два вида. Большая калкаля и маленькая калкаля. Большое сотрясение происходит при остановке на букве с сукуном или таштидом, а малое в середине слова или же в середине аята. И разберем их по отдельности. Первый пример слова халяка. Здесь уже «of» стоит в конце слова, и если мы останавливаемся на этом слове, мы читаем уже с большим сотрясением. То есть «халяка», «халяка». И также «мухита», «касаба», «бахиджа», «ахада». То есть здесь необходимо сотрясение. Если мы будем читать эти примеры, эти слова без сотрясения, например, в слове «халяка», если мы будем читать просто «халяк», то уже буква «каф» будет похожа на «каф». Чтобы это не было, мы должны читать их сотрясением, то есть выявлять эти буквы. «Халяка», «мухита», чтобы буква «та» не была похожа на «та». «Мухита». И также «касаба». Если мы будем читать просто «касаб», уже буква «ба» будет похожа на «п». Поэтому мы должны выявлять эти буквы. «Касаба», «бахиджа», «ахада». А здесь уже маленькое калкаля, маленькое сотрясение, когда буква калкаля стоит в середине слова или же в середине аята. Например, якатулу, якатулу. Здесь уже маленькое калкаля. Якатулу, ют'иму, тубтуму, ядж'алу, ядхулу. И сейчас мы прочитаем несколько аятов из Корана. И первое — суратуль Ихляс. Бисмиллахир рахманир рахим. Первый аят. Куль хуваллаху ахад. Вот здесь в конце даль стоит с танвином, но мы при остановке читаем сукуном. Ахад. Поэтому здесь будет даль будет сукуном, и мы читаем его с сотрясением. Куль хуваллаху ахад. Не просто ахад, чтобы буква даль похожа была на та, а именно выявляя ахад. Куль хуваллаху ахад. Второй аят. Аллаху самад. Здесь сразу же переходим на сад, потому что если не читает в середине, мы сказали, и лям, когда пустой, также не читается. И мы сказали, если лям стоит пустой, и следующая буква обязательно будет удвоенной. Поэтому переходим на сад. Аллаху самад. Лям ялида ва лям юлад. Вот в первом случае мы читаем с маленьким сотрясением, потому что идет в середине аята, а в конце уже большое сотрясение. Валям юлад. Как вот потом. Валям якуллаху куфуван ахад. И также другая сура, сура Аль-Фалак. Бисмиллахир рахманир рахим. Куль а'узу би раббил фалака. Фаляка. То есть именно с сотрясением. Не просто фаляк, а именно фаляка. Второй аят. Мин шарри ма халяка.
Здесь нун стоит пустой, но у нас будет отдельное правило, связанное с ним. Потом وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. И дальше также. И здесь завершаем 10-й урок. Вальхамду лиллахи раббил аламин.